Привет-привет! Это новый проект детско-юношеского телеканала «Тамыр» «Пушкинская карта. Культурный квест для школьников». В этой программе мы будем становиться начитаннее, интеллигентнее. В общем, учителя будут нами гордиться. Ну, а придумали мы это все неспроста. Знакомьтесь, это «Пушкинская карта». Если тебе от 14 до 22 лет, то она должна быть твоя. С ее помощью мы можем бесплатно ходить в музеи, театры, концертные залы и даже планетарий. Все уже оплачено! Установи мобильное приложение госуслуги «Культура» и наслаждайся. Согласись, это пушка! Наш проект – это телевизионный квест. И, как видите, у нас есть две команды. Приветствуем ребят. И сегодня мы выясним, насколько хорошо они знают творчество великого русского поэта, солнца поэзии. Это Александр Сергеевич Пушкин. Да, ребята. У вас будет 5 заданий и 1 суперигра. Для этого вам нужно выбрать капитанов, потому что именно от них будет зависеть ваш исход игры. Прошу, выбираем. Так, зеленая и синяя команда уже готовы. Кто у вас капитан в команде? Я капитан. Похлопаем. Итак, команда зеленых, кто у вас? Я капитан. Итак, капитаны команд это Тимур и Ильнас. Сейчас начнутся состязания. Культурный квест состоит из нескольких этапов. Сначала команды, используя подсказки, перемещаются по культурно-историческому центру Уфы. На каждой точке участники игры ищут секретные бонусы, которые пригодятся в капитанской суперигре. Далее ребята приступают к интеллектуальной части. Их ожидают задания на определенную тематику. Книга – это источник знаний. Но что делать, если этих знаний не хватает? Правильно, лезть в книгу и читать. Где-то на этой территории мы спрятали символические книги, которые помогут капитанам принести их командам победу. В вашем распоряжении вся площадь Салавата Юлаева. И да, ребят, вам небольшая подсказка. Александр Сергеевич Пушкин очень комплексовал по поводу своего роста, и часто на балах с его супругой он старался выглядеть в более выигрышном положении, и для этого он стоял на определенном предмете. Что это за предмет? У вас есть минута, погнали! Команда синих или ученые-котики. Капитан Тимур планирует сдавать ЕГЭ по литературе. Вот и проверим его подготовку. Камила – постоянный корреспондент передачи «Гора новостей». Никита – ведущий детской информационной службы. Миша – известный тиктокер. Яна знает толк в моде и в инстаграмном контенте. Команда зеленых или, на пушкинский манер, внуки Арины Родионовны. Капитан Ильнас в идеале знает башкирский язык. Руслан. Сфера его интересов – история и футбол. Регина – отличница. Даша была замечена в звездных интервью. Арина – автор многочисленных репортажей. Я нашла! Молодец! Одна книжка, уже успех! Так, ребят, время, нам уже пора бежать обратно. А я такая захожу за эти кусты, такая думаю, ну, там что-то никто не посмотрел. Вот, и смотрю, там книжка, и у меня такая сразу же гордость за себя. Итак, минута прошла, ребята уже совсем на подходе. Ура, Да, мы собственно, пришли! Так, капитанов, прошу ко мне. Сколько у вашей команды У книг? нас, к сожалению, но одна книга. Одна книга у вас? две. Мы потом отыграемся. Посмотрим. Все молодцы. Я надеюсь, эти книги принесут вам победу. Погнали дальше. Тему квеста подсказала Пушкинская карта. В сентябре каждому подростку полагается банковская карта с лимитом в 3000 рублей. Их, кстати, подарит государство. Потратить эти средства можно только на походы по культурным местам. На все про все у вас есть 4 месяца с сентября по декабрь. Как вы поняли, мы выбрали самую беспроигрышную тему. Это жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Ну, во-первых, карту назвали его именем, а во-вторых, мы с ним чем-то похожи. Ну а сейчас у вас, ребята, будет интеллектуальная игра. Как видите, у меня есть 2 свертка, в каждом из них написаны стихи. Капитаны команд, прошу. В этих стихах пропущено по несколько слов. Каждое слово – это 1 балл. У вас есть 3 минуты. Вот ваши ручки.
Поехали! Кто помнит это? Бурим глой, Зимний небо вечер. свое, Яна, ты синее. помнишь? Я помню только начало. Так, давай, что у нас не прописано? Камила, она самая умненькая девочка вообще из всей игры, особенно в нашей команде. Вот именно на задании со стихотворениями она выполняла основную роль. Она его наизусть знала и прям вот все слова вписывала. Ну, мне так показалось. Может, она где-то подглядела, но Камиле тоже ставлю лайк. Точно, проверьте слова. Что делаешь, да? Время беспощадно бежит вперед. У ребят осталось всего 30 секунд. Что-нибудь пишем? Была, Это- не была. это- как-то. Бурим бред. следует, бурим глой, небо кроет. Мне понравилось больше всего викторина, где мы заполняли пропущенные слова в стихах. Вот с этим заданием я справилась лучше всех, и я считаю, что над этим заданием работала я одна только. Мы все. Мы решили немного смухлевать, ну и загуглить это стихотворение, а то что, это им легче попалось. Ребята, у вас закончилось время. Прошу на места своей команды. Да, все. Давайте попробуем. Ну, со школьной программой у вас не все так хорошо, но это, в принципе, и не беда. Сам Александр Сергеевич Пушкин учился, мягко говоря, так себе. Из его престижного учебного заведения, где всего находилось 30 учеников, он был 26-м по его окончанию. Давайте подумаем о том, где бы мог учиться Александр Сергеевич Пушкин, если бы он жил в Уфе. Не, ну это очевидно. Слушай, мне кажется, он бы жил в моей родной школе. 3-я гимназия. Мне кажется, он бы там не жил, а учился. Все верно, он учился бы в самой старинной школе Уфы, гимназии номер 3, куда мы сейчас и отправляемся. А пока мы туда идем, наш редактор Таня проверит ваши ответы. Погнали? Как показало задание, обе команды хорошо знакомы со стихами великого поэта. Ребята верно вписали все слова. И ученые котики, команда синих, и внуки Арины Родионовны, команда зеленых, зарабатывают в этом испытании по 10 баллов. Итак, ребят, мы пришли на локацию, и здесь тоже спрятаны сокровища. Так что ищите. Ну что, начнем поиск? Хоть гимназия номер 3 – это старейшая школа Уфы, Пушкин бы при всем раскладе не мог здесь обучаться. Ведь ее строительство началось в 1860 году. А Пушкин поступил в лицей в 1811 году. Кстати, гимназия номер 3 изначально называлась Мариинской. До революции в ней обучались только девочки. Вне зависимости от того, в какой школе ты учишься, стать культурной теперь может каждый с пушкинской картой. Главное, чтобы тебе было от 14 до 22 лет. Пушкинская карта мне очень нужна, так как я творческий человек, очень люблю ходить на всякие спектакли. Синяя команда нашла 2. Зеленая, к сожалению, не нашла ни одну книгу на этой локации. И одна книжка у нас осталась так и не найденной. Ну, а сейчас небольшое интеллектуальное задание для вас. Как видите, у меня опять есть 2 свертка. Один вам, другой вам. В этих свитках написаны слова и персонажи из пушкинской литературы. Вам нужно составить пары. Да. Князь, кто это? Гвидон. Гвидон. Так. Ладно, пропускаем Это старик, шамаханская старик и царица. старуха. Знаете, у нас очень интересная команда. Давайте начнем с Миши Крылова. Честно говоря, я не понимаю, как его вообще могли взять на эту программу. У нас было задание соединить нужно пары в духе, с кем встречался Онегин, кого любила Татьяна Ларина, шамаханская царица, ассоциации такие, в общем. Он не знает, с кем встречался Онегин, в кого был влюблен Гринев, допустим. Я не понимаю, это классика, которую должны знать все. Князь Гвидон. Антигвидон. Вот. Ну все. Мы тоже готовы. Для меня самым сложным заданием было сопоставлять пары, потому что я не очень разбиралась, что к чему подходит, поэтому немного затупила на этом задании. Ну что ж, ребята справились с заданием быстрее, чем мы рассчитывали. И, в принципе, мы можем отправляться на следующую локацию. Пушкин очень любил свою родословную и часто писал о ней. В этом месте можно прочитать о 7 башкирских родах. Что это за место, ребята? Библиотека. Все верно. Это библиотека имени Заки Валиди. А пока мы туда идем, наш редактор Татьяна Анатольевна подсчитает ваши баллы. Из 9 пар ребята верно сопоставили лишь 4. Возможно, где-то затаился шпион, который сливает ответы команде соперников. Следите за ними в оба. В любом случае, обе команды зарабатывают по 4 балла. Ученые котики не уступают внукам Арины Родионовны.
Если сокровища знаний спрятаны за той дверью, то ваши ребята-сокровища, которые помогут вам в финале, находятся снаружи. Итак, вопрос-подсказка. Что воздвиг себе Пушкин? Памятник, Какой? нерукотворный. Нерукотворный памятник, все верно. Но вокруг библиотеки очень много памятников, поэтому вам нужно постараться все найти. У вас есть ровно минута, и она пошла. Побежали. А вон там это не книжка наверху? Или мне кажется, и это просто такая... Это памятник такой. Яна — это моя подружка, я ее люблю. А вот мы с ней прям такой хорошенький дуэт. Все, да, думали, что мы будем не особо умненькие, но нет. Мы вывозим нашу команду. Теперь важную информацию можно черпать не только в библиотеках, склоняясь над книгами. Пушкинская карта дает уникальную возможность посещать музеи, театры, филармонии и планетарии в любом городе по всей стране. Главное заранее получить специальный билет на сайте, либо на кассе, оплатив заветной картой. Минус пушкинской карты в том, что на ней всего лежит 3000, и это очень мало, потому что хороший театр стоит в районе 1000 рублей. Время вышло, команды прошу на места. Ну что, рассказывайте, как у вас успехи? Зеленые, сколько вы взяли? Одну книжку. Ага, одна книга. А У вас, наша команда нашла тоже одну книгу. к сожалению, опять одна книга осталась где-то в этом парке. Ну, немножко расскажем о книгах. Они помогут нашим капитанам в суперигре. Если вы будете затрудняться на вопрос, у вас будут забирать одну книгу. Ну, а знание — это сила, а знание как раз таки находится в книгах, Ладно, у собственно. нас запас есть, посмотрим. Так, а сейчас у вас будет опять викторина. Как видите, у меня опять 2 свертка. Капитан команд, прошу, Спасибо. вам нужно будет ответить на разные вопросы разного уровня сложности по творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В какой африканской стране установлен памятник Пушкина? Нет, не Нигерия. Откуда родом его дедушка? Интересно, это писатель или кто-то из чиновников? У нас есть такая группа девочек, я бы сказал, что это такой некий лагерь, да? То есть там Даша, Регина, Арина, между нами конфликт. Вот они ходят, вот знаете, вот такие люди, которые сначала снимают историю в Инстаграме, которые сначала им главное красиво одеться. Наши участники закончили свое обсуждение, и команду, у которой больше книг, вы можете выбрать, чья команда первая отвечает. Давайте Вы? мы первые ответим. Давайте вы первые. В какой африканской стране установлен памятник Пушкину? Насколько мне известно, Эфиопия, потому что оттуда его прадедушка по материнской линии, если не ошибаюсь. Все верно, да. Какое второй. пагубное хобби было у Пушкина? Пристрастие к азартным играм. Каким конкретно? Бильярду и карты. Ну, ответ третий. засчитан же, Да, засчитан. да. Третий Хорошо, вопрос. Кто такой Вильгельм Кюхельбекер? И как он связан с Пушкиным? Он был, как это называется, организатором дуэли. С шафером, если по-современному сказать, нет? К сожалению, этот ответ я вам засчитать не могу, поскольку он не был секундантом, он вызывал Пушкина на дуэль. Это было в 819 году, еще когда Пушкин учился в лицее. До этого его вызывали еще 4 раза на дуэль, но он все решал мирно. Ну, мы были близки. Так, команда зеленых. Я готов. Какой язык считался вторым родным для Пушкина? Это, конечно же, был французский, так как он с детства, с самого детства изучал его. Все верно. И помимо этого Пушкин знал еще 10 языков, и он был полиглотом. Поехали дальше. Какого цвета были глаза у Пушкина? Конечно же, голубые. Голубые. Все верно. Однажды Саша чуть не попал под колеса повозки очень известного человека. Кто это был? Вроде бы в 4-летнем возрасте он попал под повозку известного императора Александра I. Да, все Правильно. верно. В этом раунде зеленая команда победила. У них 3 правильных ответа, у синих 2. Итак, ребята, все молодцы. Команда зеленых набрала 17 баллов. Команда синих набрала чуть меньше 16 баллов. Но совсем скоро все может измениться, прям как на светских балах. Кстати, ребята, где у нас самый танцующий фонтан в Уфе? 7 девушек. Все верно, 7 девушек. Мы отправляемся на этот фонтан. И там, кстати, где-то точно припрятаны книги.
я ни разу нигде не видел и не встречал подобного вида квестов. Я считаю, это помогает нам, подросткам, изучать историю поэтов, писателей России. Так, вы сколько книг нашли? 2 книги. 2 книги, замечательно. Вы? Одну. Сейчас будет еще одно задание, прошу. В них находится по одному вопросу, на который вам нужно будет ответить. На это у вас есть буквально 1 минута, и ваше время пошло. Ну что, начинаем? Башкирская легенда стала основой для создания столь величественного объекта в центре города, в театральном сквере. Этот проект был создан при помощи девушек из Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Сравнить оригинал с каменными изваяниями можно уже с пушкинской картой. Главное уточнить, когда будет специальный пушкинский день. Да, для обладателей карт будет выделено специальное время. В такие дни в зрительном зале будет исключительно молодежь. Здорово! На самом деле, мне очень нравится этот квест на тему Пушкина, потому что выходит пушкинская карта, и мне, в принципе, очень нравится, что нам будут, знаете, выдавать вот эти вот карточки. Мы сможем не только же еще по Уфе ходить, но и по другим городам. Я лично очень сильно люблю музей, например, современного искусства, и появится больше энтузиазма и возможности туда попасть. Одноглазый. Пушка, кудряш, Может. одуванчик. В Арзамасе Волк. у него... Мне кажется, он боится повозки лошадей. Лошадей, мне кажется. Да, потому что под колеса попал. Может быть, из-за этого у него такая фобия разродилась? Фобия к лошадям. Я не считаю себя умным, потому что у меня с литературой большие проблемы были в школе. Я практически пропускал много уроков по литературе. Вы собрали больше книг, верно? Поэтому давайте вы отвечайте первыми. Читаю вопрос. Да, конечно. Многие гениальные люди вольны иметь странности. У Пушкина была одна странная фобия. Какая? Как я знаю, у него были длинные ногти. На мизинце. На мизинце. У него была такая фобия сломать ноготь на мизинце. Он носил наперсток золотой, чтобы не сломать ноготь. Ребята, это абсолютно правильный ответ. Вы большие молодцы. Мало того, что собрали много книг, так еще ответили правильно. Итак, переходим к вам. Какой вопрос? Вообще вопрос звучит так. Какое прозвище было в лицее у Пушкина? Мы очень долго думали над этим вопросом. У нас было много разных вариантов ответа. И решили выбрать прозвище «француз». Мы более чем уверены в этом ответе. Так он французский учит. Да, потому что он Да. учил французский, это его чуть ли не родной язык. Поэтому вы считаете, что француз? Да. Можно было предположить, что он русский, конечно, но француз более уместно. К сожалению, это абсолютно правильный ответ. Вы Ура! большие молодцы. Ребята, давайте пятюню. Ребята, где в Уфе можно посмотреть спектакли по мотивам произведения Пушкина? Ну, Конечно явно в же, нашем это в театре оперы и местном театре балета. оперы и балета. Абсолютно верно. В театре оперы и балета туда мы прямо сейчас и направимся. Я считаю, что Пушкинская карта — это очень классная инициатива, что молодые люди могут получить бесплатный проход в музеи, театры. Это очень важно для нашей страны и для нашего населения. Так что я полностью поддерживаю это. И сейчас у нас будет командный блиц. Но для начала мы по традиции уже ищем книжки. Поехали, ребята, у вас 1 минута. Самое веселое задание было, когда мы все-таки бегаем за книжками. Во-первых, мне нравится, когда камера бегает за тобой, а не ты бегаешь за камерой. В театры оперы и балета можно не только посмотреть балет и послушать оперу. Тут расположились 2 музея. Один посвящен жизни и творчеству Рудольфа Нуриева, второй музей истории театра. Кстати, сходить в эти музеи можно будет по Пушкинской карте. А весь перечень мероприятий и мест, которые можно будет посетить, опубликуют на специальном портале kultura.rf в приложении госуслуги. Этот квест посвящен Пушкину, так как скоро выйдет Пушкинская карта. И я считаю, что это очень хорошая идея, но мне кажется, что 3000 это слишком мало для того, чтобы обойти все музеи, все театры. Итак, ребят, сейчас вам предстоит выполнить последнее командное задание перед капитанской суперигрой. У меня опять-таки есть 2 свертка, я даю их капитанам, пока их не открываем. Там написаны имена персонажей, и вы должны рассказать про этих персонажей. У вас есть ровно 1 минута, и ваше время пошло.
В прошлый раз мы начинали с вас, сейчас начнем с вас. Какой у вас первый персонаж? Хорошо, Владимир Ленский. Кто это был? Это центральный герой из романа «Евгений Онегин», один из центральных персонажей и друг главного героя. Абсолютно верно. Так, второй. Шамаханская царица – это главная антагонистка одноименной сказки Шамаханской царицы, и она злодейка. Только она не из одноименной сказки. Сказка называлась «Сказка о золотом петушке». Практически. Но ответ я вам засчитываю оба. Черномор – это глава 33 богатырей в сказке Пушкина. Какой? Сказка о царе Салтане. Руслан и Людмила. Засчитывают два ответа, потому что Черномора вы не угадали, к сожалению, из какой поэмы. К сожалению, нет. Прошу. Владимир Дубровский — это главный герой из романа «Дубровский». Так. Царевна Лебедь — это главная героиня из сказки о царе Салтане. Правильно? Да. А баба Бабариха — это... Руслан, без подсказок. Последний ответ я вам, к сожалению, тоже не засчитываю. Пришло время напомнить, что команда синих или ученые-котики в первом испытании заработали 10 баллов, во втором 4, в третьем 2 и сейчас тоже 2. Итого 18 баллов. Команда зеленых или внуки Арины Родионовны в первом испытании заработали 10 баллов, во втором 4, в третьем 3 и сейчас 2. Итого 19. Количество найденных книг у первых 5, у вторых 8. Что же дальше? Покажет капитанская суперигра. Итак, команды, я вас поздравляю, вы дошли до финального испытания. У зеленой команды 19 баллов, у синей команды 18 баллов. И именно на это количество ступеней я прошу подняться капитанов. Итак, ребят, вы получили конверты. Сейчас прошу вас посчитать книжки. Сколько у вас? У меня 8. Ильнас очень ценный игрок в нашей команде, он помогает нам на данный момент, и он наш капитан, и все на него равняются. Кто из вас первый начнет? Давайте я начну первый. Смотри, открывай конверт. Что у тебя там написано? Название. Сейчас ты поднимаешься наверх, и на каждую ступеньку ты должен назвать одно произведение Александра Сергеевича Пушкина. Стихи можно или только произведения? Можно и Хорошо. стихи, но если ты не знаешь ответ, на то тебе и книжки. Ты кладешь книжку на ступеньку, поднимаешься на следующую. Ты хорошо. можешь начинать. Руслан и Людмила. Сказ о царе Салтане. У лукоморья дуб зеленый. Дубровский. Так, сейчас. Сейчас. Ильнас, это правила игры, поэтому я обязан тебя поторопить, и я считаю до 3. 1, 2, 3. Прошу тебя перейти на следующую ступень и положить книжку. Ильнас, быстрей. 1, 2. Зимнее утро, стихотворение. Правильно. Не забывай, Ильнас, у тебя есть книга, которая может тебя с легкостью выручить. Так, переходим дальше. У меня осталось 6 книг. Что ж, ты так не подготовился к произведениям Пушкина. Ильнас, у тебя остается совсем мало времени, поторопись. 1, 2, 3. Хорошо. Уже 2 ступеньки подряд. Можно все книги разложить? Я что-то переживаю, ничего вспомнить не могу. Да, ты можешь Волнуюсь. это сделать. Давай. Теперь переходим к Тимуру. И у меня тема героя. Ребята, у меня тема героя. Это будет проще простого. Я могу начинать. Евгений Онегин, Татьяна Ларина, Ольга Ларина, Ленский, царь Салтан, Дубровский, Гринев. 1, 2, 3. Книга. Поп из сказки Поп, Апопей и его работники Балде. Балда, собственно. Ну и давайте я вот так себе легким путем проломлю дорогу. И 3. Я выигрываю! Молодец, Тимур, поздравляю. Поздравляем команду синих. У команды синих было меньше баллов, и у Тимура было меньше книжек.
он все равно смог, как настоящий капитан, привести свою команду к победе. И за это я дарю вам пламенные призы. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Команда зеленых, я вас тоже поздравляю. Вы большие молодцы, все старались. Ну, мы с вами увидимся в следующем учебном году. Надеюсь, что карту Пушкин вы будете использовать по назначению, ходить, оккультуриваться и получать новые знания. Спасибо. Ребята, грызите гранит науки и будьте культурны вместе с пушкинской картой. Пока-пока.